Продолжаем дополнять информационную картину дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии. Началась установка свай под опору масштабного инженерного сооружения. Знать правила поведения в чрезвычайной ситуации. Наши корреспонденты узнали, как проходят обновленные уроки по основам безопасности жизнедеятельности в Уснере. На Вамгинском районе привлекают молодых специалистов с помощью федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Но в этом году приехали уже 4 врача. На левом берегу реки Лены состоялась церемония заливки первой буронабивной сваи под опору Ленского моста. Старт работам основного цикла строительства дал глава региона Айсан Николаев. С учетом климата и геологии региона проектировщиками разработана уникальная конструкция вантового моста. На торжественной церемонии побывала Даяна Федорова. Для того, чтобы Великая река Лена была благосклонна к строительству Ленского моста, был проведен обряд алгыс по традиции якутского народа. Этот мост свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной транспорт, а также создаст каркас для развития транспортной сети на Дальнем Востоке России. Ленский мост из мечты в реальность. Дан старт основному циклу работ. Это первая буронабивная свая. Ее диаметр составляет 1,5 метра. Всего же проектом предусмотрена установка 27 опор. Причем у центральной будет установлено 208 свай. На сегодняшний день активно идут работы на обоих берегах реки. На технической площадке уже отсыпано более 200 тысяч кубических метров песка. В работу подключены порядка 40 крупной техники, в том числе буровая установка, кран весом 150 тонн и вивочный станок. Также привлечены порядка 60 рабочих. К 2026 году их количество увеличат до 1500 работников. Строительство Ленского моста у нас реализуется несколько этапов. На сегодняшний день у нас есть проектная документация самого моста и пробережного подхода. И сегодня ведутся работы на обоих берегах одновременно по подготовке технологических площадок, по устройству технологического моста через Табагинскую протоку, а также устройство монтажа, сборка бетонных заводов. Уникальная конструкция вантового моста включает в себя 3 пилона высотой до 285 метров. Длина составит более 4,5 километров. Общая протяженность автодороги с 2 подъездами – 14,5 километров. Требуется очень продуманное решение по укреплению основных несущих опор моста. В целом мост проектировался почти 4 года. Было подетально разобрано и снова собраны основные все конструктивные решения. Автомобильный мостовой переход будет двухполосным с расчетной пропускной способностью 5300 автомобилей в сутки. Уже следующим летом начнутся работы в русле реки. Мост уникальный. Никогда в условиях вечной мерзлоты, перепадов свыше 100 градусов температурных не строились такие крупные инженерные сооружения. Ленский мост – одна из важнейших транспортных проектов в истории страны. Он позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Свяжет федеральные дороги Лена и Колыма с автодорогой Вилюй, то есть фактически восточную часть России с побережьем Охотского моря. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Табага. Безусловно, Ленский мост станет связующим звеном сразу для нескольких транспортных коридоров, которые объединят Северный морской путь и северо-восточные провинции Китая, а также Иркутскую область и Магаданский край. И, безусловно, особенно важен он для жителей заречных районов Якутии. По сегодняшний день на протяжении почти 3000 километров нет ни одного мостового перехода через нашу реку, что не может не отразиться на развитии как региона, так и страны в целом. Мы, как простые жители заречных улусов, ежегодно испытываем трудности, проблемы с переправой. Этот мост ждали у нас даже больше, чем дорогу, на самом деле, по большому счету. Дороги всегда влияют положительно на экономику, в любом случае. Дороги, мосты, соединения всегда положительно на экономику влияют. Движение, все начинается с дорог. Все остальное привяжется к ним уже. Пожалуйста, можно завозить, можно увозить. Сейчас как проблема же с паромами какая большая. Вот сейчас, допустим, дорога закрывается к 20 числу, и все, до декабря. Учреждения высшего и среднего образования, очень много студентов и учащихся учатся с нашей с улусов республики и вне республики. И вот
Очень много проводятся спортивные мероприятия, культурные мероприятия. И вот тоже для передвижения на эти мероприятия как бы тоже все также упирается на потери времени на паромные переправы. Но основные высокотехнологические медицинское оборудование все-таки концентрировано у нас в городе Якутске, в центре здравоохранения. Да? Поэтому для обследования здоровья, оказания экстренной помощи все-таки нам необходимо вот этот мост через реку Лена, чтобы не терять время в ожидании переправы и как бы вот использоваться дорогой воздушный транспорт, как вертолеты, да, для оказания этого. Еленовка Докучаевского городского округа с весны этого года работает многофункциональный центр «Мои документы» в помещении, восстановленном в рамках шефской помощи Республики Саха. Теперь жители поселка могут получить все необходимые услуги и документы в своем поселке, не выезжая при этом в Докучаевск или Донецк. В этом помещении у нас находится несколько учреждений. То есть это сам многофункциональный центр «Мои документы», Еленовская библиотека поселковая. Кроме того, в ближайшее время здесь будут размещены помещения банка и представительства администрации городского округа и пункт полиции. От населения поступают постоянные положительные отзывы, потому что это очень удобно стало. Не нужно ездить на территорию самого города Докучаевска, получать какие-то справки, документы. Все можно оформить в одном месте. Ну а в ближайшее время, когда будет размещен банк, да, представительство выездной администрации будет вдвойне, втройне удобнее для местного населения. То есть можно будет получить полный комплекс услуг. Урок основы безопасности и защиты Родины появился в школьном расписании с 1 сентября этого года. Школьники с 8 класса начинают изучать направления и технологии деятельности в сфере гражданского и патриотического воспитания. На одном из таких уроков побывала Светлана Поцелуева. Изучение предмета включает в себя формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности. Это дополненный курс ОБЖ. Пока ребята занимаются по старым учебникам, но уже с первых уроков получают практические навыки. Проверяю наличие дыхания подручными средствами. Как мы приподнимем? Куда? 2, 3, 4, 5. И наблюдаем одновременно. Куда? Раз. На грудную клетку. Вот если в жизни такое случится, у тебя получится, как ты думаешь? Я не знаю. Ну, я сначала оценю ситуацию. Если поблизости люди, если нет, то придется делать. Ну, то есть ты не растеряешься? Ты сможешь это сделать? Я, конечно, волноваться буду, но придется делать. Знать и уметь применить меры безопасности и правила поведения в чрезвычайной ситуации. Уметь оказать практическую помощь пострадавшему. Принять обоснованные решения в опасной ситуации. То есть школьная программа дает самые актуальные знания. Как ты считаешь, в школе нужен этот предмет? Я считаю то, что да, действительно нужен, потому что вот даже элементарные, оказание первой помощи, что делать, если у человека кровотечение, вот именно вот самые основы, человек всегда должен знать, любой человек. Потому что неизвестно, в какой ситуации он окажется, неизвестно где, когда, и что вообще будет происходить. Ребята достаточно серьезно относятся к этому предмету, так как это, я бы так сказал, не просто предмет, а это, когда-то может помочь спасти себе жизнь или даже другим людям. В современном нашем мире просто большая необходимость сейчас детей с более раннего возраста подготавливать к жизненным ситуациям, которые могут произойти. Даже вот взять нашу операцию специальную военную, да, дети неожиданно оказались в таких ситуациях, когда надо оказывать помощь и родным, и близким, и себе оказывать помощь, и уметь ориентироваться в таких ситуациях неожиданных. В общем, я думаю, что этот предмет очень необходим. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Амгинском районе ведется привлечение молодых специалистов с помощью федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году в Амгинскую центральную больницу прибыли работать 4 врача, из них 2 по действующей программе «Земский доктор». Это врач-терапевт и врач-анестезиолог. Помимо них в сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты района приехали на работу 2 врача и 7 фельдшеров. Выпускники медицинского института к нам прибыли на работу
4 врача, они все терапевты. И отрадно то, что 2 терапевта, они выехали в населенный пункт. Это в селе Покровка и в селе Емисы. 2 терапевта работают в селе Амга в поликлинике участковыми терапевтами. С приближением зимы все более актуальным становится подбор подходящей теплой одежды. Так, компания Орса Групп предлагает жителям Якутии посетить выставочную площадку, где будет представлена фирменная зарубежная верхняя одежда, выдерживающая холод до минус 60 градусов. Подробнее об этом в следующем сюжете. Компания Орса Групп уже на протяжении 4 лет работает на территории Якутии, предлагая местным жителям качественную и теплую одежду от норвежских алясок до канадских пуховиков. Все они пользуются большим спросом у жителей Якутии. Я подобрала себе новую аляску. По сравнению с моей старой, она намного легче. От выставки у меня очень хорошее впечатление. Девочки туда-сюда бегают, рекомендуют, подбирают. Мне это очень понравилось. Я купила шубу, и мне в подарок подарили также пуховик. Очень довольна, очень рада. Не ожидала, что так будет. Верхняя одежда, предложенная компанией Орса, имеет размерный ряд от 36 до 74 размера. А так как многие магазинные бренды ушли из России, куртки будут представлены в единичных размерах. Потому на них будет распространена скидка в 70%. Вся верхняя одежда сделана из современных материалов, что гарантирует комфорт в условиях якутских морозов. А начиная с этой недели выставочная площадка изменит свой формат. Норвежская выставка закончилась. Последние размеры норвежских алясок будут распроданы со скидкой в 70%. И уже с этой недели мы переходим на новый формат нордической выставки 3.0. Здесь будет представлено 150 различных марок и брендов от 0 до минус 60. Будут вещи преимущественно на минус 60. Это канадские аляски на шкуре койота, это пуховики Канада Гус и много других различных марок. В Якутске выставка работает в торгово-выставочном центре Саха-Экспоцентр на 5-м этаже и в торговом центре Олонхо на 2-м этаже с 16 по 20 октября. Здесь покупатели смогут найти одежду с высоким качеством по низким ценам. Мария Ким, Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Увидимся чуть позже.